Волонтеры движения «Зов Севера» доставили гуманитарную помощь землякам, находящимся в зоне СВО. Как прошла торжественная презентация движения первых? О базовых правилах безопасного поведения для детей и насколько актуальна проблема раздельного сбора и вторичной переработки мусора. Об этих событиях Нерюнгринского района смотрите подробнее в этом репортаже. В Нерюнгринском районе не прекращается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи землякам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Волонтерское движение «Зов Севера» города Нерюнгри с первых дней СВО ведет активную работу по поддержке земляков, находящихся в зоне боевых действий. Накануне делегация волонтерского движения вернулась из командировки. Бойцам доставили очередную партию всего необходимого. Цель нашей командировки была познакомиться с нашими друзьями-волонтерами из города Ростов, с их работой, которую они проделывают, поделиться опытом, знаниями, съездить в зону СВО к нашим парням, которые сейчас сражаются за нашу родину, посетить медбаты и госпитали, посмотреть их работу. Работа была выполнена, считаю, что успешно, плодотворно. Мы увезли с собой груз, собранный нашим Нерюнгринским районом, в 2,5 тонны. Приобрели достаточное количество лекарственных препаратов, уже прибывая в город Ростов, всего необходимого, одежды, которая нужна в госпитале. И начали, как говорится, свою поездку в зону СВО. Работа идет постоянно. Волонтеры принимают участие в сборе писем и посылок со всем необходимым на передовой. Это и медикаменты, антидроновые накидки, продукты и все, что может понадобиться в тяжелых полевых условиях. Мы в нашем штабе изготавливаем, вот, допустим, каши. Каши мы делаем рисовые, гречневые, перловые, с капустой даже делаем. У нас очень хорошее мясо. Порции очень большие. Ну, мне кажется, очень даже вкусные. Сейчас мы начали сушить овощи. Мы сушим лимоны, яблоки, фурму. Также изготавливаем окопные свечи. Это такая вещь очень нужная нашим ребятам. Свечи, здесь есть пожелания от всей души и от всего сердца. Свечи очень горят хорошо и греют наших мальчиков. Из своей поездки волонтеры движения «Зов Севера» привезли флаги, подписанные нерюнгринскими бойцами на фронте. 2 таких флага передали в детские сады незабудка города Нерюнгри и поселка Серебряный Бор. Еще один флаг будет передан в музей. Активно продолжает свою работу Нерюнгринское отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». На торжественной презентации движения для гостей и участников фестиваля силами первичных организаций, созданных на базе образовательных учреждений города, прошли творческие мастер-классы. Ну а украшением фестиваля стал большой концерт-презентация, где были представлены направления движения первых, результаты которых удалось уже достичь к настоящему времени и представлены планы на будущее. В фестивале сегодня принимают участие молодые люди наши, непосредственно участники несовершеннолетние. Это ребята от 6 до 18 лет. И также взрослые, все, кто старше 18, это наши наставники, это педагоги, родители, все заинтересованные в воспитании нашего подрастающего поколения. Перед участниками движения первых открываются большие возможности для самореализации и успеха. Ведь участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Мероприятие очень крутое, на самом деле, потому что тут движение первых. Движение первых – это перспективы для нашей молодежи и вот для детей в целом. Мы можем очень много делать в движении первых, очень много всяких мероприятий, очень много занятий. Движение первых – это очень круто. Огромное значение имеет движение первых, прекрасная федеральная программа. Я, как представитель дошкольного образовательного учреждения, хочу открыть первичное отделение на базе детского сада, потому что это возможность для молодежи, для молодого поколения развиваться, двигаться вперед, участвовать, познавать возможности и узнавать их. Даже в нашем небольшом Нерюнгри у нас есть эти возможности, у нас есть эти ресурсы, и мы хотим с самых маленьких, самых наших младших воспитанников показывать, рассказывать и приобщать их к этому движению. Движение первых набирает все большую популярность среди подростков Нерюнгринского района. Количество его участников, желающих найти себе друзей и близких по убеждениям, увлечениям и интересам, растет с каждым днем.
Что касается движения первых в Нерюнгринском районе, на сегодняшний момент уже более 1200 детей из Нерюнгринского района вступили в это движение, и с каждым днем, без преувеличения, это число увеличивается, и это действительно радует. И вот сегодня у нас проходит первый фестиваль первых, и будем надеяться, что в дальнейшем это даст свои плоды, положительные плоды для развития нашего района. Присоединиться к движению может любой желающий, как молодежь от 6 до 18 лет, так и люди старше 18, пройдя регистрацию на официальном сайте. Необычный урок прошел в одном из детских садов города Нерюнгри. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в игровой форме рассказали юным нерюнгринцам базовые правила безопасного поведения. То есть опасность — это когда нам что-то угрожает, да? Собака где-то там гавкает, хулиганы какие-то стоят, яма большая, или дом какой-то разваливается, там, или дерево падает. Они представляют для нас опасность. В детском саду «Красная шапочка» города Нерюнгри прошло занятие для детей подготовительной группы. Юным нерюнгринцам рассказали, что безопасность в городе сводится не только к соблюдению правил дорожного движения, обращению с огнем, поведению на воде и на льду, а также о том, что взаимодействие с людьми также может представлять угрозу. Зачастую у нас случается такая ситуация, что что-то случилось, а дети просто уже комплексуют, они боятся. Допустим, они ударился, там, ногу подвернулся, и он не знает, к кому обратиться. Но есть же категория безопасных незнакомцев. И это мы сейчас вот им и пытаемся рассказать. Если ты заблудился, к кому можно обратиться? Это не только полицейские в форме, которые ходят, но и также продавцы, либо фармацевты в аптеках. То есть люди, которые находятся на рабочем месте в данный момент сейчас, это людное место. Также мы рассказываем о том, какие это места бывают у нас опасные, представляют опасность, а какие места они представляют безопасность. Вопросы развития навыков безопасного поведения в окружающей среде у детей и подростков стоят во главе угла проведения воспитательной работы любого образовательного учреждения и никогда не теряют своей актуальности. На самом деле детский сад в этом плане недооценен, потому что мы очень много закладываем и в безопасность детей, и в их будущее. И очень часто случаи, когда дети маленькие же наивные, и очень часто могут попасться на уловки недобросовестных взрослых, которые могут иметь преступный умысел. Поэтому для того, чтобы воспитанники наши в дальнейшем, в будущем и сейчас были полностью обезопасены и выросли здоровыми, сильными, смелыми, они должны знать такие правила. Подобные уроки с использованием принципов игровых технологий и учебных пособий «Безопасный мир» и «Безопасный интернет» пройдут и для более старших ребят в школах города. Ну а в гимназии номер 2 города Нерюнгри для учеников 2 класса прошел профилактический урок по основам безопасного поведения на дорогах. В связи с наступлением устойчивой холодной погоды, ожидаемыми снегопадами и, как следствием, ухудшением дорожных условий, Госавтоинспекция Нерюнгринского района проводит серию профилактических мероприятий для школьников. На уроках детям еще раз напоминают о важности и эффективности применения световозвращающих элементов, делающих пешеходов заметными в темноте. В преддверии Дня матери сегодня в гимназии номер 2 мы провели урок, акция, урок называется как мастер-класс. Вот, мастер-класс «Подарок маме». И дети своими руками делали световозвращающие элементы. В начале урока мы повторили с ребятами правила дорожного движения. Вспомнили, то есть рассказала я им о том, что в темное время суток, в условиях плохой видимости, снега, дождя, водитель очень сложно увидеть пешехода в такое время суток. В зимний период профилактическая работа Госавтоинспекции Нерюнгринского района усиливается, ведь неблагоприятные погодные условия и темнота зачастую становятся причиной различных дорожно-транспортных происшествий именно с участием детей. Наше сотрудничество с Саяной Бадмаевной из ГИБДД уже длится давно. Мы проводим различные мероприятия. Это и письмо водителю, это и различные эстафеты мы проводили, и безопасное колесо. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы наши дети оставались
все здоровы и живы, чтобы никто не попадал под машину, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Ребята с большим интересом вспоминали правила безопасного поведения на дорогах и обсудили различные дорожные ситуации, в которых они могут оказаться. Ну и, конечно, изготовили приятные и полезные подарки к празднику для своих мам. В Нерюнгри нашли способ избавить город от пластикового мусора. Ведь вопрос с утилизацией мусора является большой проблемой как для крупных городов, так и небольших населенных пунктов. Пропаганда и организация раздельного сбора мусора для его дальнейшей переработки способны решить множество и финансовых, и экологических задач. Я думаю, обязательно. Вот эта проблема, по-моему, всех горожан. Сколько много макулатуры, сколько много всех и стеклопакетов всяких, и от бутылок. Всего много, и выбрасывать на помойку просто очень жалко. И природу жалко, и денег наших жалко. Бумагу в одну сторону, бутылки, пластик в другую, стеклянную в третью. Но дело в том, что будет все опять в одной свалке. Это очень такая кропотливая работа идет. У нас до этого у нас пока, наверное, не дойдет. Ну, это нормально будет перерабатываться, и вторичное, как сырье будет, и будет меньше отходов всяких, природа меньше заражаться будет, загрязняться. Я думаю, что это нормально. Бутылки в одной пластмассовой стороне была, отходы, допустим, в другой. Ну, так вот. Везде так. Я каждый день по маленькому пакетику выношу. А почему бы я их 2 не сделала или 3? Нерюнгринец Вадим Быков вторичной переработкой пластика для его дальнейшего промышленного использования заинтересовался еще в школе. Став резидентом бизнес-инкубатора, с единомышленниками разработал станцию прямой переработки пластика в сырье для печати на 3D-принтере. Сама станция представляет собой установку с 2 катушками и системой нагревания пластика между этими катушками, а также блоком управления. Мы берем обычные бутылки, то есть PET-пластик, да, хотя можно использовать любой пластик, мы делаем фокус именно на PET, потому что бутылки очень распространены, очень часто встречаются нам. Мы разрезаем этот пластик на такие слайсы, да, то есть буквально на ленту, и устанавливаем ее на катушку. Далее мы включаем установку и пропускаем через систему нагревания наш пластик. Он под действием температуры изменяет свою форму и, соответственно, начинает наматываться на катушку. И у нас получается пластик, который мы сразу используем в 3D-принтере. В настоящее время Вадим получает патент на свое изобретение, продолжая совершенствовать и улучшать установку. И уверен, что его изобретение будет востребовано и найдет самое широкое применение.